Постройки загорелись на территории храма Христа Спасителя в центре Москвы. Ежегодно 40% алданских выпускников 9 классов покидают школы. В чем причина и с какими сферами школьники планируют связать будущее? Продемонстрировать свои навыки и умения, найти творческий подход к детям. В Удачном впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди будущих воспитателей. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. В центре Москвы загорелись постройки на территории храма Христа Спасителя. Пожар возник около полудня по якутскому времени. По данным источника РИА Новости, в экстренных службах столицы пламя охватило 12 строительных бытовок. К этой минуте пожар потушен. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Разработан график закрытия ледовых переправ в Якутии. Введено ограничение для транспорта до 10 тонн на ледовом автоземнике через реку Алдан по направлению Хандыга-Мегина-Алдан. Также запрещен проезд автомобилей общей массой свыше 20 тонн по ледовой переправе через Лену на переправе Якутск-Нижний Бестяк. Примерный график поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автоземников вы видите на своих экранах. Сроки снижения грузоподъемности могут быть скорректированы в зависимости от состояния ледового покрова и погодных условий. Международный арктический форум завершил работу в Санкт-Петербурге. На площадках форума Якутия подписала ряд перспективных соглашений, направленных на развитие арктической зоны. Ключевыми стали вопросы состояния экологии, а также развития российской Арктики. В частности, на Госкомиссии по развитию Арктики обсудили механизмы преференциального режима для инвесторов, которые предполагают существенное облегчение налогов для новых предприятий, для новых проектов в Арктике. Речь идет о снижении налога на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на имущество организации, а также социальных взносов. Эти решения будут внесены по итогам Госкомиссии вчерашней со стороны Республики Саха-Якутия. Ключевое предложение, которое Арсений Сергеевич, глава республики, озвучил, заключается в том, чтобы мы сохранили часть налогов, которые относятся к региональной части, а льготы основные были сделаны за счет федеральной части налогов. И одновременно распространили действие этих льгот на весь период реализации проекта, что для инвестора, для инициатора проекта позволит еще более благоприятную финансовую модель сделать. Никаких окончательных решений пока по этой теме не принято, но эти предложения будут в течение недели дорабатываться, и после этого в правительстве Российской Федерации уже будет согласовано утверждено решение, и по поручению президента страны до июля должно Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже внести согласованный всеми проект закона, в котором эти преференции будут уточнены. Между тем, актуальные изменения налогового законодательства обсуждают на форуме Федеральной налоговой службы. Его открытие состоялось сегодня в Якутске. Также участники рассмотрят вопросы взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества, а также внедрение в повседневную практику электронных сервисов и услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой. Основной задачей мероприятия является повышение налоговой грамотности населения республики и развитие системы добровольного соблюдения налогового законодательства. На сегодняшний день изменений в 2019 году достаточно много, но один из глобальных вопросов – это повышение НДС 20%, ну и то, что плательщики единого сельскохозяйственного налога стали плательщиками тоже НДС. Сегодня Федеральная налоговая служба – это современное инновационное ведомство, которое направлено именно на повышение комфортности услуг и бизнеса, и для уплаты налогов, и для бизнеса, и для граждан. Операция «Такси» прошла в Нерюнгринском районе. Какие нарушения выявили сотрудники госавтоинспекции, выясняла Екатерина Павлова. На территории Нерюнгринского района сегодня лицензию имеет 82 индивидуальных предпринимателя такси. Чтобы выявить нелегально работающие легковые такси, в Южной Якутии проходят регулярные рейды. Нелегальный таксист не прошел технический осмотр. Перед рейсом доктора не прошел, то есть в каком состоянии находится. Может, он наркоман, в алкогольное опьянение, правильно? Может, у него давление повышено, в аварии попадет. Если мы будем проводить рейды, например, раз в месяц, то так и мы не решим эту проблему.
недобросовестных таксистов все равно будут появляться, потому что чуть-чуть вроде почувствовали контроль со стороны государства, потом он ослаб, и они опять возвращаются на круги свои. Вот этого нельзя допускать, поэтому перерыв должен быть небольшой, и наступаем, тогда можно добиться результата. В ходе операции полицейские, останавливая легковые автомобили, проверяли водителей на наличие разрешительной документации на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. За время проведения операции «Такси» первый этап 9 водителей оказались нарушителями. С начала года выявлено 22 таких водителя такси. Некоторые из них пытались сообщить, что перевозками пассажиров они не занимаются. Однако сидящие в салонах автомобилей граждане сообщали, что вызывали машину по мобильному приложению именно как такси. Был остановлен водитель, управляющим автомобилем ВАЗ-2107, перевозящий пассажиров. В ходе проверки было установлено, что у данного водителя нет лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа. В результате чего был составлен административный материал в отношении данного водителя по статье 14.1, часть 2 КоП РФ. Данный материал будет направлен в суд. Водитель такси без лицензии, по сути, не несет ответственности за качество своей работы, так как человек юридически безработный, над ним нет контроля. В итоге подобный вид перевозок становится опасным для пассажиров. Жители района могут легко получить информацию о наличии разрешения на осуществление данного вида деятельности у водителя машины, которая пришла по вызову. Сведения обо всех легально работающих машинах такси размещены в реестре выданных разрешений, который можно найти на официальном интернет-сайте Минтранс Якутии. Пассажир такси имеет право требовать документы у водителя, подтверждающие легальность перевозки, для того, чтобы убедиться, что его везет опытный водитель на транспортном средстве, соответствующий требованиям безопасности, с разрешением на деятельность по перевозке пассажиров и багажа. В случае отсутствия указанных документов следует обращаться в дежурную часть ГИБДД. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ежегодно 40% алданских выпускников ограничивают обучение 9 классами. 2019 исключением не станет. Многие ребята собираются продолжить образование в среднеспециальных учебных заведениях. С какими сферами школьники планируют связать будущее и как готовиться к выпускным экзаменам, узнавала Татьяна Вахнина. Почти 5000 человек в этом году получат аттестаты о неполном среднем образовании. Ежегодно примерно 40% девятиклассников отправляются в среднеспециальные учебные заведения. Будущее большинство ребят связывают с техническими профессиями. В 2019-м продолжается тенденция последних лет. Дети мотивируют тем, что уже определились, с какой профессией они будут связывать дальнейшую свою судьбу, поэтому и выбирают среднее специальное учебное заведение. Очень жалко, с ними очень весело. Они у нас очень хорошие, даже не обижают уже. Большинство девятиклассников, планирующих поступать в СУЗы, для сдачи государственной итоговой аттестации выбирают в основном точные науки. Ребята, которые отправляются в 10 класс, наряду с алгеброй и физикой, сдают предметы как естественно-научные, так и гуманитарные. К слову, число сдающих физику в этом году снизилось. Большинство ребят выбрали обществознание, биологию и информатику. Затем по популярности следует география. Готовились я всегда, получается, с учителями и на дому. Настроение очень веселое, но очень волнительно. Настроение не очень, потому что волнуюсь сильно. Из-за этого я боюсь не сдать. Я материал знаю, но я волнуюсь. Из-за этого я могу переволноваться. Принципиальных нововведений в сдаче государственной итоговой аттестации в этом году нет. Выбор выпускникам предоставляется относительно экзамена по истории. Ученик выбирает, будут ли в заданиях вопросы по истории 20 века или нет. Данное методическое введение связано с дифференцированным подходом к образовательным программам. Настроение работоспособные, они готовятся, они дополнительные берут какие-то знания. Очень много времени посвящают тому, чтобы готовиться к тестированию. Сдают экзамены у нас ребята неплохо, всегда, конечно, волнуются. Бывают не очень положительные моменты, но в дополнительное время ребята все пересдаются. То есть у нас в 9 классах все 100% сдают экзамены положительно. Основной период сдачи экзаменов в 9 классах продлится с 25 мая по 14 июня. А в первый экзаменационный день 25 ребят и девчонок продемонстрируют знания по английскому языку. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В
пригородах Якутска активно развивается сельское хозяйство. Так, в Сот-Аграрник семья Винокуровых третий год разводит коз. Сначала их было 5, а сейчас больше 20. Держать коз не хлопотно, они быстро размножаются, хотя мало едят, а молоко очень питательно, говорит хозяйка. Винокуровы доят коз 2 раза в день, из чего готовят творог, сметану и масло. У них уже есть свои постоянные покупатели, продают не только свежие продукты, но и козликов. В будущем многодетная семья планирует довести количество живности до 30 голов. А пока у Винокуровых не решены проблемы с оформлением участка и не хватает финансов для расширения хозяйства. Мы печным отоплением живем, дом и гараж с хотоном на печном отоплении. Это все деревянное. Поэтому у меня финансовые проблемы всегда возникают в этом плане. С заготовкой дров я покупаю дрова, здесь негде заготавливать. И заготовкой сена. Вот. Сено я покупаю участников, тоже, которые заготавливают специально. У меня еще проблема вот этим земельным участком, основная проблема. Вот еще она у меня стоит только на кадастровом учете, она не оформлена у меня. Это тоже очень для меня тяготит. Вот. Хотелось бы, 6 лет тянется эта проблема. Продемонстрировать свои навыки и умения найти творческий подход к детям. В Удачнинском филиале регионального колледжа впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди будущих воспитателей. Основная цель проведения подобных мероприятий – повышение престижа профессии и закрепление знаний у студентов. Оценивала конкурсантов компетентное жюри. Более подробно смотрите в сюжете далее. Выявление уровня и качества профессиональной подготовки студентов, закрепление знаний и навыков, полученных в процессе теоретического и практического обучения, а также повышение престижа профессии. Это основные задачи конкурса профессионального мастерства, который прошел в Удачнинском филиале регионального технического колледжа. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Самопрезентация, разработка и проведение утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста, декоративно-прикладное искусство и театрализованная деятельность. В последнем студенты представили театр кукол по сказкам народов мира. В конкурсных заданиях студенты продемонстрировали свои навыки, полученные в процессе учебы. Для Виктории Носковой самой сложной оказалась самопрезентация. Для меня самым тяжелым и волнительным конкурсом стала самопрезентация, так как задавались вопросы, и это был для меня первый конкурс, и поэтому мне было чуть-чуть тяжело. А вот для Алены Чертовских театрализованное представление с куклами и конкурс утренней гимнастики показались очень интересными. Мне больше всего понравился конкурс утренней гимнастики. Проводили мы его с помощью наших волонтеров. Нам дали 3 мальчиков, и они нам очень сильно помогли в проведении этого конкурса. Ну а победительница Анастасия Гончарова признается, подготовку начала задолго, и в этом ей помогала мама. Готовилась я к нему достаточно усердно и вообще готовилась с помощью своей мамы, потому что она тоже работник дошкольного сада. Да и вообще в нашей семье мы идем именно по этой стезе. Этот опыт, который я приобрела, он действительно поможет мне работать с детьми, действительно поможет показывать то, на что я способна, и приносить пользу. Оценивала конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли и представители автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик». В дальнейшем подобные конкурсы планируется проводить ежегодно. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Наш телеканал продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь.